О своем супруге Зоя Афанасьевна Калимуллина вспоминает с особой теплотой. Он оставил после себя добрую память, говорит вдова ветерана, перебирая награды мужа. Юмагужа Габитович Калимуллин – ветеран Великой Отечественной войны, достойный и мужественно прошедший сквозь огненное лихолетие. Артиллерист, его взяли в 1940 году его забрали в морфлот на Дальний Восток. В морфлоте пехота. Он неграмотный, у него 5 классов образования. Вот 40-й год он там, потом 41-я война началась, и их вот, когда уже дошли до Сталинграда, и них перевезли, ну, Сталинград уже наши взяли. Немножко, первое отправление он не попал, там отсчитывает, на второй попал, Сталинград взяли. Вот Сталинграда все 5 лет, вот с этим орудием дальнобойной гаубица называется. Вот он зарядчик был, зашли. То самое Берлина. Ну, рейс так не брал, но в Берлине он был. Берлин взяли уже, до его повесили факт. За проявленные в боевых действиях храбрость, стойкость и мужество Юмагужа Габитович был награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией и генерала Жукова. Ранение, полученное на полях сражений, серьезно повлияло на здоровье ветерана, как следствие – инвалидность. К тому же Юмагужа Габитович – ветеран труда, не раз становился победителем социалистических соревнований. Вместе с Зоей Афанасьевной они прожили рука об руку 65 лет, вырастили 7 детей, которые продолжили славный трудовой путь родителей и внесли свой вклад в развитие страны. А я из Ивановской области, город Шуя. Вы сами оттуда, да? Да, я сама оттуда. Вот у нас в Шуе военный городок есть. Их дислоцировали в этот военный городок, потому что их не отпустили. Война кончилась, все равно. А Япония же ведь что напала. Пока я с Японией, но он-то не попал, он у нас так, там до конца, год еще. Вот там-то мы познакомились с ним. И там же у нас поженились. Зарегистрировались. Зоя Афанасьевна Калимуллина и сама ветеран, имеет медаль тыловика. Война началась, мне 17 лет было, в 41 году. Я только закончила 10 класс в 41 году, и началась война. Я еще, мне лет мало, я не военно обязана. В 42 году я уже военно обязанная. Меня вызвали в военкомат. Если я была комсомолка, меня послали на охрану Москвы. Ефрейтор, подруг вот комсомолки были, их все, ефрейторы, как солдаты. А я была не комсомолка, меня направили в военкомат, направил на военный завод. Город Ковров, Владимирская область, он сейчас есть. У меня даже есть справка, что я там работала. Вот. В настоящее время за вдовой героя войны ухаживает ее младшая дочь Фания Юмагужевна. Радует успехами многочисленные внуки. Все бы ничего, но старость и пережитые невзгоды в военное время дают о себе знать. Зое Афанасьевне уже тяжело передвигаться. В доме 1965 года постройки нет соответствующих условий комфорта, туалет на улице. Женщина мечтает о благоустроенном жилье и даже подавала заявку на квартиру, но пока положительного ответа ей не дают. Сколько просили, хоть условия, никакие условия нам ответ все. Нет, не положено, и не ставили нас. Не положено. У вас хватает жилья, а условий, говорит, не касается. Туалет далеко, зимой, вон снега надуть, ладно, вот он. Зять тоже пришли, дочка сначала жила, сын, зять вот приехал, зять. То вычесть, то не выйдешь, ведь. И не дойду, у меня ноги-то не гнутся, и глаза-то не видят, вечером я вообще не вижу. Купаться тоже, до бани, в нем баню топит. Я не могу, я не дойду. И жарко, не могу, у меня еще и ишемия, и сердечная недостаточность, и гипертония 2 степени, инвалид 2 группы. За разъяснением по сложившейся ситуации мы обратились в городскую администрацию. Там пояснили, что согласно федеральному закону о ветеранах, принятому в 1995 году, жилье предоставляется в случае обеспеченности гражданина общей площадью менее учетной нормы или если дом, в котором на данный момент проживает ветеран, находится в аварийном состоянии. Как оказалось, Зоя Афанасьевна Калимуллина не попадает ни в одну из этих категорий. В середине 2015 года была работа межведомственной комиссии, которая была составлена постановлением администрации города Сибая.
Эта межведомственная комиссия выезжала по адресу Молодежный 100. По результатам работы межведомственной комиссии приняла решение о том, что жилой дом пригоден для проживания. Однако жители, не согласившись с данным решением, обжаловали решение межведомственной комиссии в Сибайский городской суд. По результатам, в рамках судебного разбирательства были назначены две строительные экспертизы. Первая экспертиза – это Сибайская организация проводила, Центр независимых экспертиз, который признал, что жилой дом по адресу Молодежный 100 пригоден для проживания и который требует выполнения некоторых видов ремонта. По данному делу городской суд принял решение о повторной экспертизе межведомственной комиссии при администрации. 21 марта 2016 года выезжала межведомственная комиссия по этому адресу, составила акт об исследовании, и сейчас проводятся все заключительные мероприятия по составлению заключения этой межведомственной комиссии. По предварительному акту межведомственная комиссия приняла решение, что жилой дом по адресу Молодежный 100 не признан аварийным и подлежащим сносу. Он пригоден для проживания, однако межведомственная комиссия порекомендовала провести ряд ремонтных работ для укрепления и для улучшения этого дома. Алина Полянская, Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.